Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные гаремные турецкие гадания для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо всем тем, кто ставит лайки, пишет хорошие добрые комментарии и помогает донатами моему каналу. Земной вам поклон! Тема сегодняшнего гадания звучит так. Моя судьба. Что написано на роду? Пожалуйста, кому интересна эта тема, кто не боится узнать правду, посмотрите на песочек. Подумайте о своей жизни, о своей судьбе, о том, что уже было, о том, что происходит сейчас, ну и, конечно же, загадайте на будущее. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте же посмотрим, какая ваша судьба, что написано у вас на роду. Так. Смотрите, мои дорогие, это общее гадание. Много людей будут смотреть, но я, честно, я не могу подстраиваться подо всех, да, и я буду говорить то, что я вижу. Сразу идет мне вот прям информация, что у вас как будто бы два дома, две жизни, две судьбы, два брака, двое деток. То есть, понимаете, у кого-то вот чего-то два будет, да, смотрите, вот один, вот второй. Это ваша карма, ваша судьба. То есть два. Еще раз говорю, у кого-то два дома, у кого-то два брака, у кого-то два дела, двое деток. Понимаете, вот что-то два. Вот в судьбе важно будет дважды вы что-то будете одно и то же практически испытывать. Вот такие моменты будут происходить в вашей жизни. Два. Первый, смотрите, первый брак, первые отношения, там, первый ребенок. Вот немножечко идет как тренировка у вас. Да? Это не значит, что человек плохой, либо там еще что-то будет не так происходить. Да? Это больше идет как тренировка, как вы опыта набираетесь. Да? Вот кто-то скажет: Господи, да у меня там первый муж был такая гадина, Господи, как намучил меня, 5-10. Я не поверю, потому что вот в этом песочке я вижу, что вы тоже, извините меня, дорогие мои, где-то косячили. Вот как хотите. То есть здесь два человека, они встретились, и они на друг друге, скажем так, потренировались. Кто-то жестче, кто-то мягче, у каждого свое дело, да. Но вы должны понимать, что тут тоже ваша вина немножечко есть. У кого-то множечко, а у кого-то немножечко. Так что, мои дорогие, где-то, может быть, вы были несговорчивы, неуступливы. Может быть, мужчина там, перегинал палку, понимаете, вот такой момент я у вас вижу. Отношения, скорее всего, закончены на сегодняшний день, и теперь либо вы в поисках, да, либо вы на этапе уже новых отношений, нового брака, а кто-то уже в браке, понимаете. Такой момент тоже может быть. То есть, если вы уже до этого были там несколько раз замужем, там 2-3, то знайте, что у вас вот это все тренировки были, тренировки. Ваша судьба, ваша вот да, что написано на роду у вас, да, это то, что вы придете к финалу своей жизни в браке, в счастливом, добром, хорошем браке, потому что вот он вышел. Это вот, скажем так, закат. Закат — это финал, это счастливая старость, понимаете? Здесь люди любят друг друга, они счастливы. Мало того, что, смотрите, если здесь два равных человека, которые вот одинаково бодаются, да, с друг другом, то здесь ситуация другая. Здесь ситуация большого сердца. То есть здесь каждый человек, он как единица не считается. Да? Тут, смотрите, здесь двое, а здесь один. Видно вам? Двое, один. Здесь вы сливаетесь в такой союз очень прочный, очень надежный, и становитесь как будто бы один человек, один организм, одно большое сердце. Вот это и есть счастье, вот это и есть счастливый дом. Понимаете, вот это ваша судьба. То есть, если сейчас вы еще не в браке, либо кто-то, например, там
не знаю, там всю жизнь прожил, да, и в браке ни разу и не был, но в любом случае были у вас отношения, были какие-то пробные отношения, там что-то было, да, что-то да было. Поверьте, это все были тренировочки. Вот ваша судьба. Быть именно в таком браке, когда единство и души, и тела. Вот это ваша именно судьба, потому что этот вот дом у нас, видите, он прямо идет в центре рисунка, то есть по самому центру. Здесь, смотрите, две половинки, одна судьба на двоих. Две половинки, одна судьба на двоих. Мало того, здесь две половинки равные, люди одинаково и любят, и счастливы, и очень похожи. Возможно, не похожи по характеру, но похожи внешне. Возможно, очень не похожи внешне, но очень похожи по характеру, по восприятию жизни. То есть у вас какое-то прям очень сильное различие и очень сильное сходство. То есть, понимаете, вот такие моменты, которые вас, наоборот, вот роднят и соединяют. Смотрите, что я еще хочу вам сказать. Здесь с вашей стороны идет вот такая прекрасная бабочка, видите, вот с таким крылышком красивым. Бабочка — это легкость, это желание жить, трудиться, летать, порхать, красота, вера в себя, в свои силы, в свои чары. Это все вам по судьбе. То есть, если вы сейчас, скажем так, чувствуете себя не очень так себе, да, то знаете, что наступит время, когда вы будете просто иконой стиля, вы будете человеком, на которого будут смотреть, подражать и восхищаться. Причем женщины будут вам вашими поклонницами, да, вот насколько вы прекрасно сумеете, там, я не знаю, себя апгрейдить, да, себя вот прям в такое положение поставить, да, что вот я там королева красоты, и будете вот так с гордо поднятой головой ходить по жизни. Причем вы этого замечать не будете, и это будет выглядеть не пафосно, а наоборот как-то невероятно прекрасно. То есть вы будете входить, и все люди будут замирать и ахать, говорить: Господи, как же она прекрасна, как же она замечательна. Такой момент происходит. Следующее, здесь у вас листик, смотрите, листик. Листик этот, он же и стручок гороха. Стручок гороха — это вообще прекрасный знак. Это и богатство, и плодородие, и ресурсность. Вот все, что хотите, вы будете получать через вот этот стручок гороха. Он у вас, смотрите, вот какая зависть, прекрасная, красивая зависть идет. То есть это все будет. Здесь Турция, горох — это наше все, да, нугут. Он и стоит очень дорого, понимаете, хоть он и здесь растет, но он даже очень дорого стоит, потому что он считается просто кладезем там и витаминов, и полезный, и замечательный, и вкусный. Вот он у вас и есть, вот у вас веточка нугуда есть. Так что, мои дорогие, все будет просто замечательно. Так, еще момент какого-то негатива из прошлого, который на вас был. Здесь у вас две луны, они перевернуты. Одна луна у вас, знаете, как копытца, да, вот отпечаток копытца идет. Тут, скажем так, где-то вы либо под какими-то чарами были, да, может быть, какие-то вот в прямом смысле слова, да, люди что-то на вас там магичили от злого сердца, а может быть даже ситуация, когда человек просто мог вами манипулировать и управлять, вот, исходя из своей какой-то внутренней дури, тут по-другому не скажешь, потому что нормальный человек в здравом рассудке никогда не будет вот такой гадостью заниматься. Вот это было, вы из этого вышли, либо выходите, тут буквально вот она зона прошлого, это на границе прошлого и настоящего. Так что, мои дорогие, если кто-то на себе чувствует, я всегда рекомендую ходить в храм, просить высшие силы, себя отмаливать, откупать, кто на что гораст. Вот, если вы, скажем так, себе не доверяете, хотя сам себя, лучше, чем сам себя, никто вас не отмолит и не откупит, тогда обращайтесь, я не знаю, к специалистам, там чистки попробуйте какие-то проходить. То есть вот этот момент у вас уходит, то есть он уйдет обязательно. То есть с вашей стороны требуется немножечко усилий, да, и это все уйдет. Так, следующее, это у нас, вот смотрите, такой полоничек, причем полный полоничек у нас идет, черпачок, не знаю, как это называется. Это наполненность по дому, наполненность по, скажем так, человек здоров.
здоров, у него есть и хорошее здоровье, и здоровье это и физическое, и психологическое, да, эмоциональное. То есть абсолютно здоровый, счастливый человек. Вот такой идет у вас процесс. Это то, что у вас написано. Что из негатива? Ну, из негатива так скажу, что вы очень добросердечный человек, и такие подлые людишки вам будут попадаться, которые вами будут пользоваться. Пользоваться, в прямом смысле слова, да. Кто-то прям будет в наглую пользоваться, кто-то будет играть с вами. Эти люди, они будут, вот я вижу, раз, два, три человека, вот таких основных 3 человека, причем один из них, вот прям самый главный, который жестко с вами очень будет поступать, это женщина. Махинации, манипуляции, подпольные игры, какой-то, знаете, в спину нож, вот что угодно. То есть какой-то вот прям негативит она в вашу сторону очень сильно. Кстати, негативит из-за мужчины, либо из зависти, да, что вы вот красивая, прекрасная, да, и мужчины вот на вас ведутся, а на нее, например, нет. Тут зависть может быть и как по работе, так и по личному. То есть есть такая дама, которая просто вас там, знаете, вот она смотрит на вас, у нее прям кулаки сжимаются, да, и вот она такая зубы скалит в вашу сторону. Хотя, в принципе, лицо может улыбаться. Знаете, такая, ой, как дела? Все расспросит, все узнает, что где происходит. Такой момент есть. Есть еще момент хитрой змеи. Вот смотрите, змея. Очень хитрая, очень подлая змея, которая будет крутиться рядом с вашим будущим супругом, либо вот с вашим мужем, если вы уже в браке. Прям будет крутиться, прям будет возле него, там его по ногам, по рукам, такая раз и обмотала. Будьте аккуратны. Это не мужчина идет в гульке, да, не идет на темный путь, а именно женщина. Женщина, которая к нему прям, как, знаете, как банный лист прилипнет, и ничего с ней не сделаешь. Вы ее будете, не знаю, там за волосы от него оттягивать, а она прям так будет на него цепляться и держать со всех своих рук, ног, не знаю, там зубов. Вот такая вот, кстати, прям гадюка. Видите, вот у нее прям голова, как у гадюки. Причем вниз она смотрит, да. Вот такая, знаете, хитрая. Берегитесь ее, потому что она может нервы попортить. Она не разрушит, потому что вы верите своему мужчине, и мужчина преданный вам, но она может нервы потрепать, очень сильно может нервы потрепать. Там от нее можно всего ждать. И гадостей, и пакостей, так что будьте аккуратны. Это не у всех, но тем не менее вы должны понимать, что такой момент может в вашей жизни присутствовать. И если вдруг где-то что-то не так, то верьте своему мужу. Я вижу, что человек честный, и он к вам расположен. Вы его женщина, вы его жизнь, вы его судьба. Так, смотрите, здесь еще момент вышел по судьбе, что вам придется с кем-то попрощаться. Прощаться, либо вы уже попрощались, либо еще придется попрощаться с человеком, который... Я не люблю такие предсказания, потому что они очень такие грустные. Потому что я, например, смотрите, я расскажу вам свою историю. Мне тоже пришлось попрощаться со своей родиной, попрощаться со своей семьей. Последние 8 лет я вообще не была на родине, очень сильно скучаю, но так складываются обстоятельства, что я никак туда попасть не могу. Вот, и... Конечно же, скучаю, да, конечно же, вроде кажется, мы живем в таком мире, когда нет ничего невозможного, все рядом, да, все на расстоянии, там, я не знаю, там, суток, да, полета. Но все равно случаются такие обстоятельства, которые не в силах мы преодолеть. Вот и вам придется с кем-то попрощаться. Может, это кто-то будет из ваших близких, может быть, хороший, добрый друг, да, самая лучшая подруга, может быть, кто-то важный и дорогой. Но знаете, вот как будто бы вы с человеком этим спина к спиной стоите, да, то есть вы все равно будете чувствовать от этого человека и поддержку, и тепло, и доброту, но вот как-то вот общение, либо будет очень ограниченное, либо очень крайне редкое. Вот такой момент вам по судьбе. То есть расставание с любимыми людьми, к сожалению, к вам приходит. Не расстраивайтесь, знаете, что это лишь одна из граней судьбы и одна из строчек, да, в вашей жизни. Зато я вижу, что у вас
Будут люди, которые будут вас окружать и любить очень сильно. И я не могу сказать, что кто-то кого-то может заменить, да, но скрасить вот этот момент потери возможно. Возможно, и я в вас вижу. Я вижу, что вы прекрасная, прекрасный семьянин, да, прекрасная там жена, мама, женщина, человек, понимаете, прекраснейший, прекраснейший. И вы умеете любить, и вас любят, понимаете, это просто замечательно. В целом, я скажу так, что судьба, конечно, непростая. Конечно же, здесь от вас потребуется очень много усилий и эмоций, но тем не менее, мне нравится ваше будущее. Мне нравится то, что я вижу вашу долгую счастливую жизнь в паре, в браке, где много рядом людей, счастливых, улыбающихся, которые любят вас. Вы себя почувствуете королевой, понимаете, просто королевой. И не в плане, что вы там гордая, надменная, а в плане того, что вы счастливая, и у вас есть свое собственное маленькое королевство, где тепло, уютно, где есть любовь. И это, мои дорогие, самое главное. На этом гадание мое закончено. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.